Это было все время в одном месте, да? То есть вас вот потом отвезли когда на мотель, вернули? Да. Это все время вы находились? Ну вот этот день, когда меня отвозили на мотель, я вам вот расскажу еще подробнее. Но, в общем, как это получилось? То есть меня на 3-м этаже допрашивали. Меня допрашивали добрые, вежливые... Давайте хронологически. Вы вас увезли в Донецк, вы посадили вот сюда в... Там весновато это тянулось. Меня весновато и пугали, орали, оскорбляли. Потом повезли в Донецк, на 3-й этаж подняли, возле этого радиатора пристегнули, и уже вечером меня повели на допрос. Я, как любой нормальный человек, думала, что сейчас я красиво из этого всего выйду. Я скажу, что я ничего особого не делала. Да, это моя позиция, но я считаю, что за это нельзя судить. Ну, в общем, я отрабатывала тоже какие-то фразы, и вечером я что-то там пыталась это говорить так вот вежливо. Но, значит, меня допрашивали 1,5 часа, я гордо себя вела. Меня отправили назад к радиатору, я спала ночь там. А что спрашивали? С кем я это делала, сколько, какие деньги я перечисляла. Делала что? Волонтерскую, ну, чем я... Именно вот на тот момент... То есть требовали фамилии, деньги, да? Требовали, кого я прятала, этих солдат, какие наводчики, какие жучки я клеила на дома, сколько я получала за эти жучки. Потом эти версии отпали. Осталась уже моя волонтерская деятельность. Вот. А кто вас допрашивал? Все время было... Вначале было 2 следователя, я так понимаю, украинской национальности, бывшие милиционеры. Полицаи теперь они называются. Не полицейские, знаю. Да. Полицейские, они были... Они не применяли никаких садистских методов, они нормально ко мне обращались, но я, конечно, действовала им на нервы, потому что я пыталась как-то А вас не пытали во время этих допросов? Вот вечером и на следующий день утром меня допрашивали вежливо. И когда я утром, опять-таки, стояла на своей позиции, я сказала, что я никого не знаю, я ничего не знаю, я никакими сведениями не располагаю, то потом эти вежливые следователи, добрые, исчезли, и за мной пришли осетины. Они меня быстренько, очень невежливо взяли за шиворот и потащили прямо вниз. Из этого зала, да? Да, из этого вот 3-го этажа. И потащили вниз. Меня завели в большую комнату, где их было человек 10, потом приходили новые, может, до 15. Там был славнозвестный Заур, фотография аэропорта Донецкого, когда приехали осетины. Его же фотографию нашли у меня в планшете. Это был очень серьезный такой прессинг. Он меня и бил, и стрелял мне возле ушей, ну, в общем, из пистолета. Это его была идея, что я должна была орать «Зигхайль». Он требовал. Но когда я уже там вот, закрывшись с головой, руками и рыдая, и прося пощады, я сказала, что я не буду, кричала, что я не буду кричать это «Зигхайль». Но это вообще невозможно для нормального человека. А как они себя вели? Как он себя вел? Ему нравилось это? Вы видели эмоции его какие-то? Ну, конечно. И там постоянно был постоянный прессинг сексуальный. Я не могу повторять эти слова, что сейчас вот мы тебя все здесь... Это ж я уже говорю своим голосом и своими фразами. А то, как они это говорили, это совершенно иначе. Как ты хочешь туда или туда? Или сколько ты любишь, сколько человек. И я тогда уже, понимаете, я уже тогда не была героиней. Я ползала по полу, закрывшись руками, и орала, и визжала, и кричала: не надо, пожалуйста, не трогайте меня. Я мать 2 детей, я бабушка, у меня годик внучки. Я орала это диким криком, вы понимаете? Потому что я тоже, это как защита, какой героизм в этот момент. Понимаете, тут он стреляет, тут он в лоб тебе этот пистолет, потом он возле ушей стреляет. Я контуженная, оглохшая. Тут этот «Зигхайль» они мне в уши орут. Они меня толкают. Потом с планшетом с этим моим пароли с меня требуют, пин-коды. Я все это сказала. Быстро. Вообще... Понимаете, не задерживаясь. А чего вы взяли, что они осетины? А потом это на следующий день, когда меня утром привели к вежливым следователям на допрос, то первое, что я выступила, вот вы же видите, я же такая вот, дамочка, я, перестав рыдать, я сказала: скажите мне, пожалуйста, вот вы славянской внешности, 2 людей,
Я же ведь женщина вашей национальности явно. А скажите мне, что происходит в вашем мире, если вы двое молодых ребят, которые почти возрастом, как мой сын, вы взяли и отдали меня, мать двоих детей, вы все это знаете, 50 почти 3-летнюю женщину, вы меня отдали на растерзание мусульманам. И он отъехал на стульчике так с этим, следователь этот, и сказал мне, а чего вы решили, что они мусульмане? Это осетины, они христиане.